Обоюдоострый меч долгового кризиса. Странам снижают рейтинг из-за слабости банков, банкам из-за слабости стран. Европа потеряла еще двух долговых отличниц – Австрию и Францию. Первая обвиняется в порочных связях с финансовым сектором проблемной Венгрии. На местном рынке австрийские компании лидируют. Не нравится экспертам и зависимость государства от второго по значимости торгового партнера – Италии. Глава Центробанка Австрии назвал решение агентства политизированным. Обычно рынки реагируют, когда оценка снижается как минимум двумя агентствами. Standard & Poor's ведет себя агрессивнее других, его оценка, безусловно, политический шаг. Насколько политизирована деятельность S&P, сказать сложно, но против теории заговора говорит хотя бы тот факт, что в Америке агентство уже не первый год судят за махинации. На прошлой неделе была озвучена возможная сумма штрафа – это $1 миллиард. А если вспомнить, что Standard & Poor's в 2011 году снизила рейтинг США, назвать его американским оружием язык уже не поворачивается. От этого европейцам, конечно, не легче, особенно крупнейшим в еврозоне французским банкам. Никто сейчас не может сказать, доберется ли до них рейтинговая волна. Не исключено, что снижение кредитной оценки Франции – предупреждение для национального финансового сектора, который давно попал в зависимость от европейской периферии. Но и здесь вопрос обрел политическую трактовку. Французская оппозиция во всех тяжких обвиняет президента. Тот, напротив, надеется, что рейтинговая атака поможет ему проводить реформы. За свою историю Франция не раз сталкивалась с трудностями. Мы выдержали 3 года предыдущего кризиса, преодолеем и нынешний. Франция выйдет из него сильнее, чем прежде, поскольку ситуация заставляет нас быстрее принимать необходимые решения. А вот сами эксперты Standard & Poor's утверждают, дело не в том, что реформы буксуют, а в том, что не те. Именно поэтому рейтинги стран еврозоны были поставлены на пересмотр еще 5 декабря. Агентство надеялось, что саммит ЕС расставит точки над «и», но этого не произошло. Чтобы успокоить инвесторов на общеевропейском уровне, могут понадобиться большие усилия по снижению долговой нагрузки и консолидации финансовых потоков, а также проведения некоторых реформ. Пока же мы видели только ужесточение правил бюджетной дисциплины. Германия теперь единственная крупная экономика Европы с высшим рейтингом. От нее напрямую зависит кредитная оценка Фонда стабильности евро. Но Берлин сохраняет спокойствие. Сначала министр финансов Вольфганг Шойбле посоветовал коллегам вовсе не обращать внимание на американскую тройку. Теперь канцлер Ангела Меркель усомнилась в ценности высших рейтингов в целом и в оценке фонда ЕФСФ в частности. Я с самого начала не считала, что у фонда непременно должен быть высший кредитный рейтинг. Я не раз говорила, зачем механизму рейтинг AAA, если им обладают так мало стран еврозоны. Конечно, привлекать средства будет сложнее, но, как отметил министр финансов Франции, рейтинг на уровне AA+, тоже не так плохо. Альтернатива американским агентствам – создание своих, европейских. Об этом Германия снова напомнила, но педалировать решение не собирается. Слишком много проблем возникнет, если в мире начнется рейтинговая война. Хватает и китайского Дагонг, который то и дело выставляет западному миру скандальные рейтинги, но серьезного влияния на рынок не имеет. Святослав Бочаров, Леонид Гурьянов, Вести.